Я к вам сегодня с коротеньким достаточно эфиром. Меня в Телеграме девушка спросила, она довязала свою Ирландию, она поскорее вяжет, чем я. Я вот только собрала одну полочку, вторую начала, вот этот мой хаос из мотивов. И девушка спросила, каким образом можно обработать полочку и спинку, и как обработать пройму рукавов, у нее собран жилет. Я для себя уже много перепробовала тесемочек всяких. Короче, вот не нравится мне, как оно все смотрится. И мне кажется, не нужно придумывать велосипед. Просто можно связать вот такую вот самую обычную, ту обвязку, которую девочки применяют уже очень много времени. Она очень лаконичная, она очень хорошо смотрится и очень простая в исполнении. Обвязка сделана просто, шнур-гусеничка, который я уже показывала на канале. И вот это вот, вот эти булечки — это пышный рачий шаг. Шнур-гусеничка показывана на канале. Кто не знает, там достаточно большая толстая пряжа для того, чтобы можно было новичкам хорошо разглядеть, как это вяжется. Он, в принципе, простой, этот шнурочек, гусеничка. И обвязка рачьим шагом, 4 петли с накидом. Сейчас покажу достаточно быстренько. У меня шнур-гусеничка тут связан, какие-то эксперименты были. Каким образом покажу, как вяжется вот эта вот обвязочка. А шнурочек сам гусеничку вы можете посмотреть на канале, она там есть. Сейчас прям вот этой же нитью и покажу вам. Смотрите. У нас шнур-гусеничка идет с вот такими вот ушками, я их называю, да. Ну, мне кажется, многие их так называют, ушками. Вот такая вот петелечка. Нам нужно сначала отвязать шнур-гусеничка. Вы можете вот прям, если это полочка с одной и с другой стороны, вы можете цельную шнур-гусеничку вот обвязать именно той длины, которая вам нужна. У вас этот шнурочек пойдет, у меня оно еще немного не доделано, смотрите, вот так вот шнур-гусеничка пойдет, потом он может перейти сюда на горловинку, пройти по спине, вернуться в эту сторону и пойти по второй стороне, по второй вашей полочке. Каким образом вяжется вот это вот булечки эти, так как девочки делают, вот, которые продают свою Ирландию за хорошие деньги. Смотрите, мы в первую петелечку, вот допустим, у нас здесь эта гусеничка началась. Вытягиваем петлю или начинаем там, если мы ее здесь закончили, значит, мы начинаем с этой стороны. Идем обычным рачьим шагом. Я сделаю первую петелечку, чтобы она у меня как-то держалась. Подвытягиваем петлю. У нас наша гусеничка должна быть такая свободненькая, для того, чтобы она нормально смотрелась, чтобы она была вот такой вот пышненькой. Вводим в предыдущую петлю, в петлю справа крючок, вытаскиваем первую петелечку, делаем накид на крючок, вводим в эту же петлю крючок, вытаскиваем вторую петлю, опять накид на крючок, третья петля, накид на крючок, четвертая петля. Провязываем все петелечки вместе. И здесь лучше, честно, закреплять вот эту вот петелечку еще одной петлей. И затем, пропустив одно ушко в основании, через одно вводим потом крючок в следующее ушко, в следующую эту петелечку. И опять начинаем вытягивать. Вытягиваем на точно такую же высоту, для того, чтобы у нас вот эти вот булечки получались одинаковые. Опять делаем накид на крючок, пальчиком придерживаем, вводим в эту же петелечку. Вторая, третья и четвертая. Опять проводим крючок, как через пышный столбик, через все петелечки, делаем закрепляющую петлю и опять через одну петелечку эту основание, вот это ушко, в следующее вводим и продолжаем вязать этот рачий шаг. Я его называю для себя пышный рачий шаг. Я не знаю, может быть, как-то он, конечно, и называется. Это неправильное название. Ну, короче, мне кажется, нет разницы, как он называется, главное, как он выглядит. 3 поднятия петли мне как-то немножечко вроде как маловато. Вы, опять же, я все время призываю к экспериментам, пробуйте и смотрите, как вам больше нравится.
Я делала 4. Вот я понимаю для себя, что я буду делать 4. И смотрите, потом, когда у нас шнурочек этот будет вот так он выглядеть с одной стороны, мы потом придем на другую сторону полочки, и у нас сомкнутся вот эти вот булечки, сомкнутся. Когда они смыкаются в шахматном порядке, видите, они плотненько сомкнутся, и мы под них можем спрятать молнию, мы под них можем спрятать какие-то крючочки, которые нам будут давать возможность застегнуть, и это будет как потайная штучка такая, ее внизу у нас ничего не будет видно, правильно? А смотрится оно здорово. Эта обвязка, она лаконичная, она нормально подходит под ирландское кружево это. Какие-то вычурные край мне, вот сколько перепробовала, мне ни один так, чтобы на 100% не понравился. Поэтому я для себя поняла, что я буду делать именно вот это вот по полочкам, потому как рукава у меня не будет. У меня будет полочки, спинка и, наверное, стоечка, воротничок. Вот это вот мой хаос. Ребята, можете посмотреть, посмеяться с меня. Сильно громко не смейтесь. Для меня Ирландия это тоже новая вещь. И хочу вам сказать, вот мне Валечка Миллер, женщина, которая у меня есть в Телеграме тоже, она мне подсказала, она стала Ирландию сшивать в 2 нити. Для того, чтобы не делать очень много обвивов, я вот таким вот образом сшиваю просто 2 нитками сразу. 2 нити заправляю в иглу и сшиваю в 2 нити. У меня мотивы достаточно на достаточном расстоянии, отстоят друг от друга. Ну, у нас здесь, в принципе, тепло, очень близко. Это нужно заполнять какими-то еще там пуговками или еще чем-то. И мне, в принципе, нравится, как сетка выглядит между мотивами. Она тогда так разбавлена как-то нормально. И очень понравились, ребята, вот эти вот самые простые шнуры, обвязанные рачьим шагом. Они тоже очень хорошо смотрятся. Я показывала на канале еще вот здесь вот с платформочкой. Для себя стала делать без платформочки. Просто связан столбики, господи боже мой, цепочка из воздушных петель в обратную сторону столбиками без накида, и потом в другую сторону прошла рачьим шагом. Вот просто очень простая штучка и очень неплохо смотрится. Во второй полочке стала их просто еще закручивать. Здесь укладывала вот такой вот элементик, как мы вязали, вот сюда его в центр положила, и потом обвивала ну, типа а-ля гусеничка, то, что можно заменить гусеничку, да. А там уже стала сворачивать еще. И хотела сказать тем, кто только начинает. Ребята, не наступайте на те грабли, на которые я наступила. Когда сшиваете мотивы, вот этот край, тот, который у меня идет здесь, где будет обвязка, вместо того, чтобы придумывать велосипед по новой, вот здесь вот эти вот места не зашивайте. Вы их сможете зашить потом, тогда, когда будете пришивать обвязку эту. Потому что когда здесь ничего нет, вот я их подкалывала, прям булавками подкалывала, для того, чтобы провести вот это вот достаточно большое место. Потом к этой же нити надо каким-то образом присоединиться. Ну, короче, это головняк. Этого делать не надо. Учитесь на ошибках тети Оксаны. Потом, пришивая вот эту вот обвязочку, вы сможете здесь заполнить сеткой вот эти вот пробелы, места, где у нас будут пробелы. Ну, вот это вот. Ну, это такое себе, прямо скажем. Я, конечно, тут буду теперь исправлять, но этого лучше не делать. Лучше сразу потом сделать эту сетку. Ну, то есть зашить можно вот до сих пор. Зашить можно вот до сих пор. Ну, тут я уже этой глупости не делала. Но вот это вот место тоже можно было не зашивать. Здесь можно было зашить только здесь, между веточкой, допустим, и этой ракушкой. Вот это вот место зашить сеткой. А вот эту часть и вот эту вот часть можно было не трогать, можно было здесь закончить, вот это место оставить, и это место уже подшить тогда, когда вы будете пришивать обвязку. Я надеюсь, вот это вот дело вы поймете и не сделаете такую же ошибку, как сделала я. Вот. Если вам актуально сшивание, если пока не знаете, я могу показать свое безобразие, как я это делаю, наверное, просто отдельным роликом. Или вкратце, оно у меня просто на огромном планшете. Напишите, если нужно, я могу вот сейчас прям коротко, кратенько показать, как я это делаю.
по обратной стороне, каким образом я подшиваю. Но, по-моему, этих роликов уже бесчетное количество. На YouTube все уже это показали, по-моему, до меня. Наверное, это не очень актуально. Вот. Короче, я хотела поделиться, так как люди спрашивали, вот эту вот обвязочку как сделать. И потом аккуратненько ее пришив, сюда прошли по низу. Вы же будете вот таким вот образом подшивать, правильно? Обвязочка здесь тоже имеет лицевую и изнаночную сторону. Смотрите внимательно. Лицевая сторона вот так вот красивенько выглядит, аккуратно. А по изнаночной стороне вот эти вот перетяжечки. То есть тоже не перепутайте, куда какую сторону укладывать. Это должно лежать вот так. Ну, то есть, когда будете пришивать, тогда вот так. Там, где перетяжечки, это у нас изнаночная сторона. И тогда вы укладываете, здесь иголочкой собираете. Тут, где плотно, просто его сшиваете аккуратненько туда-сюда. А здесь уже подшиваете этой сеточкой. Края эти. Не делайте вот эту глупость. Это, по-моему, глупость вообще редкая. Ну, все мы на ошибках учимся. Оксана, показываете все. Нам все интересно, все нравится. Ну, сейчас я тогда быстренько притащу свой планшет, покажу вам, каким образом я сшивала это безобразие. Но мне кажется, это все это делают. Сейчас, одну секунду. Сейчас. Вот это у меня такой планшет. Это пенополистирол. Вот такой вот голубенький. Вы наверняка его знаете. Это утеплительный материал для крыш, по-моему, мне кажется. В него очень здорово входят иголочки. Их достаточно проблематично потом, ну, как бы не проблематично, конечно, но достаточно сложно вытягиваются. Начинала я сшивать на подушке, которая диванная, уличная. Это не так удобно, потому что когда начинаешь сшивать, то идут иглы вместе с тобой. Вот прям сразу вытягиваются. Сейчас я возьму буквально там в одну ниточку, сшиваю в две, покажу вам в одну. Каким образом, или вот так вот в две. Коротким кусочком. Я не завязываю узлов. Смотрите, я провожу иглой под верхние ниточки, цепляясь. В одну, в другую, 2-3 раза могу провести в одну, в другую сторону. Я надеюсь, будет видно. Смотрите, вытягиваю нить практически до конца. Этот кусочек потом можно обрезать. Чуть-чуть дальше, наверное. Не очень коротко это делаю, да? Сейчас это придержу просто. Провела в одну сторону, затем пропустив одну какую-то ниточку, провела в другую сторону. У нас он называется пеноплекс. Да-да-да, есть такое название этого дела, да. Ну, тут пенополистирол, по-моему, называется у нас. В другую сторону точно так же провела. Девочки еще пенопласт вроде бы используют. Кто-то мне писал из девочек, что используют пенопласт. И потом веду уже в то место, откуда мне нужно пойти. Вот, допустим, я хочу дальше продолжить вот этот участок зашивать. Я вывожу нить на эту сторону. Эти ниточки нужно придерживать, тетя Оксана, чтобы они туда у вас не убегали. Вот этот хвостик. Или сразу же его обрезать, чтобы он потом не мешался. Все, нить у вас уже никуда не денется. И теперь каким образом я иду? Кто идет вниз, кто вверх. Мне удобнее вроде как вверх. Смотрите, я подкалываю вот таким вот образом, захватывая несколько ниточек. Нить у меня впереди перед работой, и я ее завожу за иглу. Вот так. И вытягиваю. И больше ничего не перекручиваю, если честно. Бывает, когда нить длинная, то ее иногда скрипит и крошится пенопласт. А, ну да. Вот это вот идеальная штука, честно. Вот эта штучка очень мне нравится. В обратную сторону тоже иду. Поддеваю 2 ниточки. Не с самого края, не здесь, чтобы их не было видно. Чуть-чуть отступив здесь или, может быть, здесь. Вот тут, допустим, подкалываю. Опять нить завожу под иголочку. Протягиваю. Делаю достаточно длинную нить. Она вначале немножечко путается, но тогда ее меньшее количество раз нужно закреплять. В эту сторону опять. Вот тут у меня ножка вот этой веточки. Я за ножку цепляюсь.
Прокалываю ее просто. Стараюсь, чтобы у меня игла не вышла на лицевую сторону. И вот так у меня нить перекручивается. Дальше куда-то сюда иду. И не пугайтесь того, что у вас нить может закончиться где-то на каком-то моменте. Вот, допустим, я бы пошла вот так вот сюда, сюда, сюда где-нибудь, да, у меня где-нибудь здесь нить закончилась, я опять закрепилась и пошла дальше. Вот тут вот, смотрите, у меня где-то здесь закончилась нить. Вот я куда-то пошла, 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 пошла и где-то закончила. Я потом прикрепляюсь в том месте, где мне нужно. Где-нибудь здесь прикрепилась и пошла дальше шить по кругу. Куда-то или в эту сторону. Смотрю, как мне удобно. И все время... У меня планшет этот огромный, но я себе приноровилась. Ниткой тоже, что и вязали. Я сейчас делаю «да». Причем еще и в 2 сложения, чтобы вы понимали. Оно, ну, не сказать, чтобы совсем идеально смотрится. Девочки сшивают в 1 нить, но мотивы у нас не очень маленькие, правильно? И все-таки какой-то весик оно будет, наверное, иметь. Поэтому вот так как, опять же, это Валечка Миллер, спасибо ей большое, что она мне подсказала. У нее женщина знакомая, которая Ирландией занимается очень давно. Она говорит: Валя, если, не дай бог, цепанется нитка, и это дело все полетит к тете Бене, правильно, распустится, будет очень обидно. Человек сам себе потом не сможет это дело исправить. А в 2 нити это хорошо. Или вот девочки делают, если вы делаете более тонкой нитью, можно делать обвивы. Я под некоторыми роликами оставляла ссылки на тех девочек, которых я вначале смотрела. То есть если я иду в эту сторону, значит, я себе этот планшет разворачиваю, чтобы мне было понятно, как подкалывать, да, иглу и как заводить нить. Вот таким вот образом опять раз. Здесь у меня достаточно большой кусочек. И, девочки, еще одно обязательно нужно, то, что я для себя поняла, для того, чтобы мотивы не убегали куда-нибудь, обязательно их надо густо наколоть. Вот прям беру и тыкаю эти булавки там по сантиметрам буквально. Там, где я вижу, что у меня может мотив куда-то съезжать. Если я буду подшивать его дальше, шить, да, эту сеточку, то у меня мотив может съезжать. Вот здесь, допустим, я бы подколола здесь, да, иглой, вот уколола бы и стала бы его тянуть сюда. Он, видите, он у меня тогда деформируется. И это будет потом видно. Я раза 2 уже успела это распустить, свою сеточку. Поэтому говорю вам. А здесь вот прям вот кончик, надо не здесь, чтобы булавка была у меня, а вот здесь, в конце. Для того, чтобы листик лежал жестко там, где нужно. Потому что когда вы потянете, сделаете натяжение нити, листик у вас пойдет вместе с нитью, уедет куда-то туда, куда не надо. Нам же это не нужно, правильно? Нам нужно уложить нить именно туда, куда нам надо. Вот, допустим, сюда подкалываюсь. Теперь смотрю, куда мне дальше. Здесь хочется ячеечку какую-то сделать. Значит, я опять укалываю здесь, делаю укол нитью, иголочкой в смысле. Игла не самая удобная у меня, она достаточно длинная. Мне кажется, будет удобнее работать более коротенькой иголочкой. А еще я высмотрела у девочек, бывают такие иглы, у меня такой нет, которая идет игла, а она потом вот так вот загибается немножечко. То есть вы ее можете вот так уколоть нормально. Где-то мотив, который жестко прикреплен к вашей основе, начинаешь колоть, и уходит игла. Для того, чтобы тебе ее вывести вот так вот наверх, это достаточно сложно. Если вы найдете себе иголочку, которая будет с загнутым краем, это намного удобнее будет. Опять укалываюсь в следующее место под 2 ниточки. Под 1 не делайте, потому что тоже вытягивается мотив. Здравствуйте, спасибо за урок. Как же он необходим. Думала, что в 1 нить тонко готовое изделие растянется. Вот, ну вот не знаю, честно, это моя первая Ирландия. Я вязала всякие там плечевые изделия и крючком, и спицами. Но Ирландия для меня это еще тоже очень новое занятие. Так же, как для многих, наверное, из вас. Вот девочки, которые у меня в Телеграме, многие вязали. Я смотрю, что есть мастера покруче, чем я, честно. Но вот Ирландия, поэтому, ну, не знаю, не могу вам подсказать, как правильно. Надо пробовать. В 1 нить мне не очень понравилось. Когда я делала обвитие, вот так как Екатерина
Полякова. У нее хорошие мастер-классы. И второго мастера, дай бог памяти, тоже девочка из Украины, но она, по-моему, сейчас не ведет канал. Вот у нее тоже еще доходчиво. Я постараюсь найти ее канал и поставить ссылки под видео. Надеюсь, найду ее. Я думаю, найду. У них очень хорошо и доходчиво рассказано, как делать сетку иглой. Но дело в том, что эти два мастера работают тонкими нитями, ну, хлопком тонким. А с Ирландией, которая толстенькая, ну, не всегда можно сделать то же самое. Вот смотрите, вот здесь сюда нехорошо, потому что здесь длинно будет и не то, не сё. Я могу как сделать? Я могу вот сюда, в эту сторону провести нить. Допустим, да, я подкалываюсь в этот лепесточек, обвожу каким-то образом, вот так. Даже, наверное, не так, а в обратную сторону. Я же должна буду в эту сторону вернуться. Или здесь, может быть, и не очень принципиально. Сейчас я посмотрю. Смотрите, вот так. И потом перейти к этому лепесточку. И вот здесь уже, если у меня... Мне нужно будет вернуться обратно каким-то образом. Вот я не очень удачно зацепилась. Если я вижу, что у меня нить вытягивается, я могу еще раз уколоть и сделать здесь как узелочек. Видите, как я делаю? Я захожу иголочкой, провожу в центр, как бы я сделала узелок, вот таким вот образом. И завязываю здесь узелочек, для того, чтобы он жестко держался у меня здесь на этой части мотива. Добрый вечер всем, какая красота. Добрый. Девочки, смотрите, когда я потом пойду по этой ниточке обратно, тут уже, если я просто заведу, оно будет, ну, такое себе. Когда здесь я уже буду делать какие-то обвивы. Один там или два раза. Вот даже одного обвива уже будет достаточно. Оно в общей массе будет не особо сильно и видно. Опять я пришла к этому лепесточку. Здесь тоже закрепление сделала. И смотрю, здесь поправила пальчиками, чтобы у меня было натяжение одинаковое. И дальше смотрю, куда мне пойти. Или к этому лепесточку, или сюда к этому цветочку, а потом вот это вот место уже зашивать. Ну, короче, просто передвигаетесь от одного к другому. Я не делаю так, как делают скелетные нити. Я не делаю. Может быть, это и неправильно. Может быть, я рано или поздно к этому и приду. Но у тети Оксаны все время какой-то велосипед изобретается, не понять зачем. Короче, я пока вот так вот и работаю. Пока. Куда-нибудь, вот, наверное. Вот сюда, наверное, все-таки я бы подкололась. Но это место... А потом, допустим, если я бы пришла, и у меня вот это вот место, вот я бы куда-нибудь, да, ушла в другое место, и вот это место у меня осталось незаконченное, а я бы шла бы отсюда, допустим, шила бы. Я что могу сделать? Для того, чтобы не обрывать, не прятать нить. Я просто потом здесь вот под эти петелечки бы прошла бы иглой, или в эту сторону, или прям вот так вот бы прошла бы иглой и дошла бы до нужного мне места, здесь бы зашила, и опять по этому же лепесточку пошла бы сюда. И продолжила бы здесь. Понимаете смысл, да? Для того, чтобы нить постоянно не обрывать, не делать вот эти 358 закреплений, можно передвигаться по мотивам с обратной стороны. Я делаю так же. Я называю это способом тыка. Методом тыка. Вот и я пока методом тыка. Я надеюсь, какой-то опыт более или менее наработается. А еще одно. Вот что я хотела сказать. Я для себя еще одну штуку поняла, что вот то, что я делала, я это делаю впервые. Я навязала кучу разных мотивов, счастливая, как слон, сижу и улыбаюсь от уха до уха. А когда я начала собирать, я поняла, что у меня куча мотивов навязана одинаковых, которые я уже не факт, что хочу применять. У меня прям вот стопки лежат какие-то, которые мне будут не нужны. Не делайте тоже эту ошибку. Навяжите мотивы какие-то, но тоже не сразу, все по порядку. Надо сначала сесть, посмотреть какие-то работы, вот то, что называется насмотренность. Посмотрите разные мотивы. И для себя попробуйте представить, как это будет все вместе выглядеть. Для того, чтобы потом не получилось вот такого вот честно, это для меня вот то, что я сейчас делаю. Я сейчас вам еще раз это дело разверну. Это для меня это сейчас, это винегрет полный. Видите, какой хаос? Может быть, люди, которые, не знающие вообще, что это такое, это, конечно, можно сидеть, рассматривать часами, ой, как интересно. Но на самом деле это, честно, это черти шоу у меня.
Черти шо и сбоку бантик. Вот это вот очень классно веточка смотрится. Мне лично очень нравится. Я понимаю, что я буду эти веточки обязательно применять дальше. Вот она, в общем, разбавляет вот эти всякие наши цветочки, ракушечки и все остальное, какие-то круглые мотивы. Я специально вязала типа а-ля что-то свое, для того, чтобы у меня не было такое, как у всех, под одну гребеночку расчесанное. Поэтому вот леплю из того, что есть, вот и леплю вот винегрет, честно. Для себя нужно понять, картинку сложить сначала в голове. Из каких мотивов вы хотите? Выбрать какие-то центральные мотивы, ну, основные такие, не сказать объемные, а, ну, как бы грубо тяжелые мотивы, те, которые будут привлекать на себя взгляд больше. Да, и я начала делать определенную схему. Да, чтобы, да, например, спинка сочеталась с рукавами, да, или какие-то элементы. Вот элементы основные какие-то, вот я для себя поняла, что вот эти вот элементики, которые мы вязали, да, я их себе расположила по низу, во-первых, потому что более крупные элементы, они, ну, как бы тяжелее, что ли, смотрятся, да, и они на спине, если будут, это будет, ну, такая балабуха на всю спину. Ну, как бы не сказать, что сильно большой, но он будет утяжелять, укрупнять, наверное, спину, я так думаю. Может, конечно, и нет, потому что вообще с грубых мотивов делают. Все подряд в кучу мешают. Ну, я пока так думаю, девочки, но вы на меня сильно очень не равняйтесь, да? Просто себе... Или свяжите там, я не знаю, там десяток мотивов, там каждого там по два, допустим. Пять мотивов, десяток всего получится. И пораскладывайте. Вот эту вот всякую мелочь, ее навязать очень просто, быстро. Вот такие какие-то штучки, там какие-то, я не знаю, там те же трилистнички, там другие какие-то трилистнички показывала. Вот это очень быстренько вяжется. Вот этим всем заполнять или какими-то ягодками, пуговками заполнять очень просто. А основные мотивы вы должны понимать, основной рисунок вашего изделия какой будет. Это важно. Честно, я сейчас по своему винегрету это очень сильно понимаю. Да, вы правы, выбрать центральный, да, хотя бы один мотив, а потом его можно также на перед или на рукава. И знаете, что еще заметила? Что еще делают девочки? Допустим, лепесточки, есть девушка, не, сейчас не вспомню ее имя, у нее есть, допустим, там какие-то там цветы или мотивчики, и она вот делает лепесток, допустим, какой-то самый обычный, самый простой, но она его делает там в двух, в трех размерах. Большенький там на сколько-то петель, чуть меньше, еще чуть меньше. И вот этим делом потом обыгрывает. То есть более маленькие куда-то притулить листики, большенькие на большие размеры. Это важно, чтобы элементы были разной величины у вас. Вот. Ну вот, наверное, пока как бы все мои мысли, ребята. Не очень много. Извините, если не зная, и вас учу особо. Ну, мы все учимся, я поэтому считаю. Мне не стыдно показать свои оплошности и огрехи. Мне вообще до лампочки, честно. Кто что по этому поводу будет думать. Мне кажется, что лучше научиться на каких-то чужих ошибках. Можно, кстати, вот эту гусеничку делать более широкую. Видела тоже у кого-то из девочек. Давайте я вам сразу покажу вот эту другую совсем гусеничку. Ну, а-ля гусеничка. Для того, чтобы не совсем уж простой этот урок у нас был. Смотрите, нам для этой штучки нужно как бы а-ля гусеничка у нас будет. Вот 3 петли. И потом в каждую петелечку провязать по 2 петельки. Нам нужно выйти на 6 петель. Раз, два. Ой, сейчас опять у меня крючок куда-то будет убегать. В первую петлю подразвернула, во вторую петлю 2 петельки. Получается типа а-ля гусеничка. Это, конечно, не гусеничка совсем уж. И в третью петлю то же самое. 2 петельки. То есть в 3 рядом стоящие петли, которые мы вначале провязали, в каждую петлю по 2. Затем что мы делаем? Мы пропускаем 2 петли и в третью, так как мы вяжем гусеничку, под вот эти 2 перетяжечки входим крючком и вяжем под эти 2 перетяжечки 3 столбика без накида. Первый, сейчас я его увижу. Второй, третий сюда же. Затем смотрим внимательно. Вот здесь у нас идет косичка. Первую, вторую пропускаем. Вот третья у меня петелечка.
Вот под эти, значит, 2 перетяжечки я должна провязать опять 3 столбика без накида. Первый, второй. Она получается, вот эта вот тесьма, кайма, не знаю, как ее правильно назвать. Она получается чуть более толстенькая. Вот у меня опять первая, вторая, вот у меня третья. Все время там, где третья петелечка, я вяжу по 3 столбика без накида, под 2 перетяжечки, так как мы вяжем гусеничку. Не помню, у кого из мастеров я это увидела. Если я, опять же, если я найду, девочки, простите меня, что я не называю ваши фамилии изобретателей этого дела. Вот опять у меня вот первая, вторая, вот третья. Значит, под третью перетяжечку опять делаю. И у нас получается более широкая гусеничка. Девочки, если знаете, кто это придумал, подскажите мне сразу, чтобы я людям сказала, чтобы мне не сказали, что я тут плагиачу сижу. Если я найду, у кого это было, я напишу под видео. Опять. Там, где третья петелечка, мы провязываем 3 столбика без накида. Сейчас еще буквально пару разиков, и я вам покажу ее. Раз, два, три. Под третью, тут где в петлю, в центр петли как бы, и под перетяжечку. И вяжу опять 3 столбика без накида сюда. И вы тоже эту... Вот смотрите, какая она получается. Супер, спасибо большое. Не за что. Видите, она похожа. Формат идеальный. Как на чай. К соседке зашла. Класс. Я бы и чаем бы угостила. Я бы каких-то плюшек бы напекла. Так, чтобы посидеть в теплой компании. У меня дети стали жаловаться. Говорят, мама, ты хлеб перестала печь со своим вязанием. Сварила кастрюляку борща побольше, так, чтобы на дольше хватило. Каких-то котлет налепил. И бегом к вязанию. Аж за пятками ветер шуршит. Ну, короче, я дальше вязать не буду, вы попробуйте. Оно простое, но получается вот по сравнению с нашей классической гусеничкой, смотрите, насколько она шире. Может быть, имеет смысл, если вы хотите более широкую планочку для полочки пристроить, то, может быть, имеет смысл вот такую делать гусеничку, а потом на нее сюда же, за вот эти вот перетяжечки, вот они вот, хвостики эти, будет видно где. Вот получается, вот тут перетяжечки, как на гусеничке, такие вот, а здесь чуть-чуть побольше. И она тоже такая, она получается как гусеничка с такими же бугорочками. И она пошире. Здравствуйте. И вам, Наталья, здравствуйте. Смотрите, видите, насколько она шире? Может, и она поплотнее, потолще. Та же история. Да, видите? Можно попробовать с вот такой вот гусеничкой, делать вот эти потом булечки туда. И тоже будет, мне кажется, нормалек. Вот сейчас я приложу ее сюда, смотрите. Может быть, даже такая и больше пойдет. Короче, попробуйте, кому интересно, попробуйте. Вяжется вообще просто очень. Спасибо тому, кто придумал. Не знаю, у кого-то из мастеров видела. Вот. С дуру сразу не записываю, а потом фиг найдешь. Да. Все, ребятки. Наверное, буду заканчивать, потому что мне и так говорят, девочка, много трещишь языком в эфирах. Все. Я надеюсь, то, что рассказала, было полезно. Если чего, приходите к нам в телеграм-канал, делитесь своим опытом. Буду только очень рада людям. Кто уже с опытом, тем более. Ну и новичкам всегда, пожалуйста. Единственное, там написала правило, потому что и здесь у меня уже устраивали, извините за слово, срач. По национальному признаку стали девочки между собой ругаться. И мне это очень не нравится. Короче, я уже написала правила наконец-то в телеграм-канале. Никаких ссылок на платные мастер-классы. Это люди себе и сами такое... Да, у меня все сохраняется в записи, девочки, не волнуйтесь, будет. Ссылки на платные мастер-классы прошу не оставлять в Телеграме, потому что по этому поводу тоже уже это... Я тетя добрая, но могу и поругаться. Платные мастер-классы себе люди сами найдут, правильно?
Если тетя Оксана решит что-то в платном доступе давать, я вам сразу скажу. А, кстати, знаете, можете мне написать в эфире? Меня девушка спросила еще под каким-то из роликом, не делаю ли я марафоны или совместники на плечевые изделия. За все спасибки. На здоровице. Интересен вообще был бы такой формат. Но единственное, что я так поняла, я пока в Ирландии, ну, дуб, честно. Поэтому плечевые какие-то интересно было бы вообще или нет связать что-нибудь спицами, я так думаю. Потому что я вот крючком уже наигралась немножко, хочется посидеть, порелаксировать, я не знаю, носки повязать или какие-то свитерочки, не знаю, шарфики, что-нибудь такое. Напишите мне в комментариях, насколько, кому это будет интересно. Вдруг кому-то будет интересно, тогда что-нибудь замутим. Все, мои хорошие, в записи обязательно останется так же, как и все остальные эти а-ля мои недоделанные уроки в плейлисте вязания. Манишка отдельным есть этим плейлистом, там манишка, ну и в общем доступе оно тоже есть. Короче, все остается. Смотрите, вяжите на здоровье, развивайтесь, подсказывайте другим, чего знаете. Я думаю, что все будут только счастливы, если им будут тоже что-нибудь подсказывать. Мне все интересно. И мне все интересно, девочки. Я же тоже зеленая еще. Очень красиво, все интересно. Ну, не очень красиво, я это сама прекрасно понимаю. Ну, то есть, наверное, те, кто не знает, какая бывает шикарная Ирландия, да, плечевые очень надо. Шапочку спицами научите. Шапочку, вот, Ирочка, шапочку. Давайте вот начнем с чего-нибудь маленького. Хотите, киньте фотографию того, чего хотелось бы вот связать. И давайте попробуем какой-то такой маленький совместничек замутим на какое-то маленькое изделие для начала, а потом я уже пойму, как это, как бы сам процесс. И тогда что-нибудь будем серьезное уже так по-взрослому вязать. Потому что я для себя не очень понимаю. Я один-единственный раз участвовала у Елены Грабенко, по-моему, если я правильно фамилию говорю. Леночка, если, не дай бог, вы меня смотрите, простите ради бога, если я вашу фамилию неправильно сказала. Я у Лены была Она звала к себе людей, которые будут тестировать ее МК по платью. У меня он в Инстаграме есть, это платьице зеленое такое я вязала. Сарафанчик, вернее. Да. Ну, это, наверное, не совместник, я так понимаю. Совместник – это что-то другое совсем, наверное. Это, наверное, с какими-то проверками домашних заданий, по идее, должно быть. Ну, как бы я подсказывать-то я, понятное дело, буду, если не будете понимать, как что делать. Но я для себя не очень понимаю формат. Поэтому предлагаю начать с маленького какого-то изделия, если это интересно. Заходите в Телеграм, оставляю под всеми видео, заходите в Телеграм, добавляйтесь и имейте в виду, что там есть чат. У нас основное общение в чате. В Телеграме надо на иконку, аватарку нажать, там, где мыша, это моя крыса, и не знаю, кто там, хомячок. На нее нажать, джемпер сверху вниз. Угу. Ну вот идеи накидайте, чего-нибудь выберем и свяжем. Если на эту иконку нажать, открывается такая полосочка, и там есть чат. Вот туда заходите, добавляйтесь, наверное, в этот чат. Я динозавр в технике, поэтому лучше не подскажу. Но в самом канале я только могу каким-то образом, я вот добавляю, когда у меня получается, а девочки, получается, когда добавляют свои фотографии, это все происходит в чате. Так что добро пожаловать в чат, в Телеграм, кидайте свои желания, хотелочки, начнем с чего-нибудь маленького и сделаем какие-то совместники будем делать. Все, ребятки, все, теперь уже точно. Всем до свидания, а то я долго прощаюсь и никак не распрощаюсь. Все, всех была рада видеть. И, наверное, до завтра. Всем пока-пока.